Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. И сегодня главное в программе. Новый год на востоке Украины начался с вооруженного противостояния сторон. Там продолжают гибнуть люди. Эскалация напряженности на Ближнем Востоке. Бахрейн и Судан вслед за Саудовской Аравией разорвали дипломатические отношения с Ираном. И месть Рамзана Кадырова. Родственники протестующих в Европе понесут наказание в Чечне. Мы начинаем, как обычно, с новостей из Праги. Тимур, пожалуйста. Здравствуй, Игорь. В пражской студии «Настоящего времени» я, Тимур Олевский. Мы приветствуем вас в новом 2016 году. Но на фронте праздники не отменяют ежедневных перестрелок. На востоке Украины в первые дни Нового года погибли 3 украинских военных. Если на Луганском направлении сейчас затишье, то на Донецком стреляют и из стрелкового оружия, и из гранатометов. Впрочем, не применяя тяжелое вооружение. Одним из самых опасных мест для мирного населения является поселок Зайцево. Оттуда репортаж наших коллег. Ситуация на востоке Украины остается напряженной даже в празднике. В первые 3 дня Нового года погибли 3 украинских военных. Одним из самых опасных мест для мирного населения является поселок Зайцево. Там в декабре погибли 2 женщины. Меньше 500 метров разделяет позиции украинских военных и сторонников самопровозглашенной ДНР в селе Зайцево. Война на улицах села начинается ближе к вечеру и всегда внезапно, рассказывают местные жители. Их тут осталось более 300 человек. В основном это старики, которым некуда выезжать. Накануне Нового года опять начались бои. Под обстрел попадали мы уже много раз. Много раз. Ни с того дня, ни с того ни с сего начинают стрелять. Такой был обстрел, что страшно. У нас все ходором. У нас каждый дом разбитый. Каждый дом разбитый. Вот ни одного дома нет, чтоб целый был. А в этот вечер как раз мы не успели с дедом в погреб. Он у меня болеет сильно, мы не успели в погреб. Так я вообще думала, дом у нас развалится. Вот так. Не успела спрятаться и пожилая соседка Лидия. Женщина уже была одета и стояла в коридоре, когда прямо в окно залетела мина. От осколочных ран она погибла. Дуже багато стрільби було. Очень много стрельбы было. Они использовали все, что у них есть. И зенитки, и минометы, и БМП, и даже танк. Массовые обстрелы начались где-то в 16 часов и закончились после 22. О том, что произошло, я узнал вообще утром или даже вечером из интернета. Я стараюсь следить за новостями. В интернете эта новость появилась очень быстро, а мы не могли разобраться, в какой части Зайцева это произошло, потому что информация со стороны так называемой ДНР прошла быстрее. Неожиданную атаку украинские военные считают провокацией. Говорят, противник и не думает наступать, а стреляет только со своих позиций. Таким образом, хотят вызвать ответный огонь. Отвечать иногда доводится, честно признаются военные. Имена российских военных, непосредственно причастны к гибели малайзийского Боинга в небе над Украиной, переданы в голландскую прокуратуру. Об этом заявили расследователи проекта Bellingcat. Год назад эта группа опубликовала свою версию перемещения ракетного комплекса «Бук» в поля под Торезом. Они проследили путь установки из расположения 53-й ракетно-зенитной бригады из Курска. Теперь основатель Bellingcat Элиот Хиггинс утверждает, что они смогли определить 20 российских военных, участников этих событий. В эфире общественного телевидения Нидерландов он называет командира бригады Сергея М. и командира 2-го батальона Дмитрия Т., а также 9 лейтенантов и очень опытных военнослужащих, обученных управлять «Буком». Полные имена военных Хиггинс в беседе с журналистами не раскрыл, но представитель голландской прокуратуры Вин де Брюн пообещал тщательно изучить доклад и определить, можно ли его использовать в уголовном расследовании. При этом телеканал показал таблицу с заретушированными фотографиями военных, которые фигурируют в расследовании Bellingcat. Оно основано на изучении открытых источников в интернете, в первую очередь социальных сетей. Bellingcat говорит, что смог восстановить структуру управления бригады, которая отправила в Украину БУК. При этом нашей программе координатор Bellingcat объяснил, почему они не стали публиковать имена российских военных. Мы не опубликовали все имена, потому что мы не совсем 100% верны, что все из этих людей, они виноваты. Да, большинство офицеров, да. Журналисты не первый раз вмешиваются в ход расследования. Прошлой зимой нидерландский телеканал РТЛ опубликовал фотографии старта ракеты в день крушения Боинга, сделанные местным фотографом под Торезом.
Позже Нидерланды опубликовали доклад, в котором говорится о поражении гражданского самолета с зенитной ракетой. Россия выступила против проведения международного трибунала по факту гибели рейса MH17. Ну а Украина ввела эмбарго на ввоз российских товаров, среди которых пиво, водка, сигареты, шоколадные конфеты, мясо, ну и другие. Соответствующее постановление появилось на сайте украинского правительства в субботу 2 января. Вот как экономические эксперты в Украине видят последствия этих запретов. Первое, что, наверное, должно случиться, это некоторое понижение цен, потому что те, кто экспортировали в Россию, они вынуждены будут продавать сейчас это все на внутреннем рынке, то есть, соответственно, увеличится предложение на внутреннем рынке, соответственно, упадут цены. Но, скорее всего, это ненадолго, потому что одновременно вступило в действие соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, поэтому стоит ожидать скорее того, что со временем эти цены вырастут. Гражданская блокада Крыма продолжается вот уже почти 2 месяца. Крымские татары вместе с активистами не пускают фуры с украинскими продуктами на полуостров. Цель акции заявлена так: прекращение репрессий в отношении крымских татар и освобождение политзаключенных, а также отмена закона о свободной экономической зоне в Крыму. Сейчас все 3 пункта, которые ведут на полуостров, пограничные пункты, контролируются активистами, но херсонские власти все же пытаются оставить для жителей Крыма возможность покупать украинские продукты. Как это совмещается с объявленной блокадой, посмотрела наш корреспондент Эльвина Сейдбулаева. Чтобы жители полуострова все же смогли купить украинские товары в условиях блокады, власти Херсонщины пообещали построить торговые точки. Сами крымчане эту идею приветствуют, ведь в оккупированном Крыму все дорого. Мясо дорогое, там по 350 рублей. Это там хлеб, конечно. Ну, хлеб, как всегда, 23-22 рубля. При этом продавцы местных херсонских рынков готовы в любой момент пойти навстречу крымчанам и начать торговлю недалеко от пунктов пропуска. Это ведь неплохой бизнес. Конечно, нормально было бы, хорошо, если рынки были бы на границе. Да, работы больше было бы. Продуктовые точки и хабы на границе с оккупированным Крымом – это то, что еще совсем недавно обещали власти Херсонщины. Таким образом, считают чиновники, крымчанам будет легче купить украинский товар. Однако дальше обещаний дело пока что не идет. Говорят, нет инвестора, желающего вложить деньги в такой бизнес. Власть не должна заниматься бизнесом. Власть должна помогать развивать бизнес. Поэтому любому инвестору, который придет на территорию Херсонской области, если мы увидим, что у него есть желание построить и вложить собственный финансовый ресурс в данный оптовый рынок, логистический центр для развития, мы дадим дорожную карту, посадим за стол все контролирующие структуры, которые выдают документы, сядем мы и постараемся в короткие сроки дать все согласовательные документы. Продуктовые хабы и рынки – это именно то, что должно было стать связующим звеном между оккупированным Крымом и материковой Украиной. Но пока идея остается лишь идеей, а власть имущих дальше обещаний не пошли. Территории вблизи границ продолжают пустовать. Украина входит в Новый год с более чем 1,5 миллионами переселенцев с Донбасса и Крыма. И пока украинские власти занимаются ими, страну затронуло миграционные потоки с Ближнего Востока, который, кстати, накрыл всю Европу. Несмотря на то, что беженцы ищут спасения в основном в богатых европейских странах, некоторые из них хотят остаться в Украине. В каких условиях они живут, видела Ирина Любич. Небольшое двухэтажное здание за высоким забором для нескольких десятков человек заменило родной дом. Это пункт временного размещения беженцев в Закарпатской области. Сюда от войны и преследований бежали из Сомали, Афганистана и Сирии. В этом общежитии уже 8 лет живет и сирийский курд Дияр. Отец и мать приняли такое решение выехать из Сирии. Но были проблемы, конфликты. Тогда в то время между шиитами, суннитами эти столкования были. Вот. И были угрозы именно, это как вопрос жизни и смерти, это к стороны отцу и матери, так как мы сунниты. Еще один житель пункта – африканец Закария. Живет в Украине уже 5 лет, но с документом, который получил в миграционной службе, на легальную работу устроиться не может. Тяжело, когда ты год-два живешь без работы. Тут могу только спать и кушать. Больше ничего. Такие справки со статусом лицо, которое нуждается в дополнительной защите, иностранцам начали выдавать несколько лет назад. Но во многих украинских компаниях, что делать с таким документом, не знают и до сих пор.
приходит с этим документом. Когда человек приходит с этой справкой, которая, по сути, дает те же права, что и гражданину Украины, например, в банк, у банковских сотрудников нет инструкции, что делать с такими документами. Государство должно проводить разъяснительную работу. В миграционной службе, в свою очередь, уверяют, помогают беженцам во всех юридических вопросах. Миграционная служба оказывает правовую помощь, помогают созданные коммунальные центры. Несмотря на обострение сирийского конфликта, в Украине в этом году большого наплыва мигрантов из Сирии не зафиксировали, говорят в миграционной службе. В Украину приезжают в основном те сирийцы, которые знают, что такое Украина. Раньше здесь учились, их много. Мигранты не рассматривают Украину как временное убежище не только из-за проблем с документами, но из-за мизерной материальной помощи. При получении статуса беженца из госказны единожды выделяют 70 центов. Ирина Любич, Аскольд Серко. Настоящее время. Киев. За настоящим временем продолжает следить мой коллега в Вашингтоне Игорь. Спасибо, Тимур. Бахрейн и Судан вслед за Саудовской Аравией разорвали дипломатические отношения с Ираном. К дипломатическому протесту в понедельник присоединились и Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщает эмиратское официальное информагентство ВАМ, власти этой страны решили снизить взаимное представительство с Ираном до уровня поверенных в делах. На эти шаги вышеперечисленные страны пошли после того, как демонстранты в Тегеране начали штурм саудовского посольства в знак протеста против казни известного шиитского проповедника саудовскими властями. Напомним, 2 января в Саудовской Аравии казнили 47 человек, обвиненных в терроризме. Среди них был и известный шиитский проповедник Нимр ан-Нимр. Иран назвал эту казнь бесчеловечным актом, а также обвинил саудовские власти в пренебрежении правами человека. Эскалацию напряженности в регионе уже осудили ряд государств. Россия заявила о готовности выступить миротворцем в конфликте между Саудовской Аравией и Ираном. Терроризм остается одной из главных тем президентской гонки в США и в этом году. Причем экстремисты тоже начали проявлять интерес к высказываниям кандидатов. Фаворит республиканцев, миллиардер Дональд Трамп, появился в пропагандистском видеоролике сомалийской группировки «Аль-Шабаб». И в студии с нами сейчас Наташа Мозговая. Наташа, здравствуй. Здравствуй. Ты следила за этим развитием событий. Каким образом фаворит действительно республиканской гонки стал чуть ли не главным действующим лицом Аль-Шабаб? Ну, в видеоролике «Аль-Шабаб» — это аффилиат Аль-Каиды. Он был выпущен в пятницу. Показан фрагмент из декабрьского выступления Трампа на предвыборном митинге в Южной Каролине, в котором он призывает ввести временный запрет на въезд в страну мусульман, пока американские власти не разберутся с террористами. Для контекста, это было после теракта в Сан-Бернардино, штат Калифорния, где мусульманская пара расстреляла коллег мужа во время праздничной вечеринки. Трамп от своих слов не отказывается. Вот давай посмотрим, как он отреагировал в интервью телеканалу CBS. Что я могу поделать? Я должен говорить то, что я должен говорить. Удивительно, при этом на внутреннем политическом форуме он продолжает атаковать демократического кандидата Хиллари Клинтон. Да, фаворита демократов на данный момент. То есть он заявил, в принципе, что американская администрация и их нерешительность, их политика в отношении сирийского кризиса привела к радикализации некоторых игроков и появлению ИГИЛ. Хиллари Клинтон создала ИГИЛ вместе с Обамой. Сегодня Дональд Трамп также запустил в эфир свой первый предвыборный ролик, в котором он повторяет несколько своих наиболее спорных идей. Ну, вот, например, призыв к временному запрету на въезд мусульман в США, строительство стены на границе с Мексикой, которая предположительно оплатит Мексика. Завершается ролик, естественно, фирменной фразой «Мы возродим величие Америки». И вот за эту фразу ухватилась Хиллари Клинтон в ее первом предвыборном мероприятии 2016 года. Нельзя сделать Америку великой, если оскорблять и унижать американцев. По поводу высказывания Трампа о том, что она и Обама привели каким-то образом к созданию ИГИЛ, Клинтон заявила, что она заметила, что республиканцы вообще имеют обыкновение обвинять Обаму и ее во всем, что происходит в мире, что происходит не так. Кстати, на этой неделе бывший президент Билл Клинтон начинает участвовать в предвыборных мероприятиях своей жены. Дональд Трамп уже припомнил супругам Клинтон скандал с Моникой Левински. На эту же тему попыталась высказаться участница мероприятия Хиллари Клинтон в Нью-Гэмпшире. Вот ответ кандидата. Вы очень грубы. Я вас никогда не вызову. Спасибо, Наташа. У нас в студии была обозреватель русской службы «Голос Америки» Наташа Мозговая. Спасибо, Игорь.
И в штате Техас отпраздновали принятие нового закона, разрешающего публичное ношение огнестрельного оружия. Закон, принятый в самом конце минувшего года, впервые с 1871 года разрешает техасцам иметь при себе пистолет в кобуре. Более 40 американских штатов следуют той или иной форме закона об открытом ношении огнестрельного оружия. Сторонники закона говорят, что это помогает в обеспечении безопасности. Его противники отмечают, что в штатах, где разрешено публичное ношение оружия, жить отнюдь небезопастнее. Новый закон Техаса вступил в силу на фоне эпидемии насилия с применением оружия. Как описал ситуацию в своем еженедельном обращении в стране в пятницу президент Обама. Он заявил, что в понедельник встретится с генеральным прокурором США Лореттой Линч, чтобы обсудить возможные меры борьбы с волной насилия. Продолжение темы в нашем следующем видеосюжете. Еще до того, как под влиянием террористических идей супружеская пара устроила побоище в калифорнийском Сан-Бернардино и до массовой стрельбы в общественном колледже в Орегоне, Белый дом начал изучать возможные меры, которые может принять президент для снижения уровня насилия с применением оружия. Десятки тысяч наших соотечественников-американцев стали жертвами насилия с применением оружия. Десятки тысяч. Каждый раз нам говорят, что основанные на здравом смысле реформы, например, проверки биографии, возможно, не остановили бы последнюю бойню или предпоследнюю. И поэтому мы не должны ничего делать. Мы знаем, что не в силах остановить все проявления насилия. Но что, если мы попытаемся остановить хотя бы одно? Что, если Конгресс сделает хоть что-нибудь, чтобы оградить наших детей от насилия с применением оружия? Ожидается, что после встречи с генеральным прокурором Обама издаст указы о расширении проверок потенциальных покупателей оружия. Этот шаг равносилен политической гранате, брошенной в стан республиканцев, которые яростно защищают права владельцев оружия. Мы будем защищать вторую поправку Конституции. Вторая поправка подвергается серьезной атаке. Самый популярный республиканский кандидат в президенты говорит, что вооруженные гражданские лица могли бы защитить себя от террористов в Сан-Бернардино и во Франции. Знаете, что террористы делали в Париже? Поехали в одно место, бум, поехали в другое, бум, поехали в третье, бум. Жертвы были абсолютно беззащитны. Американский народ испытывает ужас от массовых убийств, свидетелями которых мы стали в последнюю пару лет. Кандидаты-демократы, которые хотят прийти на смену Обаме, поддерживают ужесточение контроля над оружием. Мы должны расширить и усилить биографические проверки на месте, чтобы люди, которые не должны обладать оружием, преступники и люди с психическими заболеваниями, не могли приобретать его. Думаю, именно это пытается сделать президент. Указы Обамы практически наверняка натолкнутся на юридические возражения. Действия президента в обход Конгресса по другой злободневной проблеме – иммиграции – привели к судебным спорам, которые, вероятно, будут продолжаться до окончания его президентского срока. В отдаленном районе штата Орегон продолжается противостояние между сотрудниками правоохранительных органов и группой вооруженных людей, захвативших федеральное правительственное здание. Группа ворвалась в управление национального заповедника Малур в субботу после шествия в соседнем городе Бернси в знак протеста против предстоящего заключения в тюрьму местных владельцев ранчо, 73-летнего Дуайта Хэммонда и его 46-летнего сына Стива. Один из лидеров в телефонном интервью заявил журналистам, что он и его соратники намерены оставаться в захваченном здании неопределенно долгое время, и назвал управление заповедника инструментом всей той тирании, которую пришлось испытать Хэммондом. Ну что ж, дальше эфир продолжат коллеги в Праге. Тимур, пожалуйста. Да, Игорь. Глава Чечни Рамзан Кадыров угрожает родственникам эмигрантов, которые открыто выступают против практики публичных унижений жителей республики. На пресс-конференции в конце года он заявил, что будет использовать для воздействия на родственников, оставшихся в Чечне, все ресурсы: закон, традиции и религию. Что именно имеет в виду Кадыров, не говорится, но буквально на прошлом месяце он отчитал в прямом эфире женщину, которая посмела раскритиковать его в интернете. Собственно, из-за этого и собрался в Вене митинг выходцев из Чечни. Митинг прошел 24 декабря. Власть, которая сегодня находится в Чеченской республике, действует не сама по себе, а действует с позволения российской власти во главе с Владимиром Путиным, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, юстиция. Все вот эти, казалось бы, структуры, призванные соблюдать права человека, все такое, в Чеченской республике, да и в самой России, в принципе, они не работают, абсолютно не работают.
Выходит, что родственники эмигрантов, осмеливающихся открыто выступать против внутренней политики Кадырова, оказались практически в заложниках в Чеченской Республике. Коллективная ответственность действительно применяется очень широко. О ней заявляют чеченские власти. Еще несколько лет назад Рамзан Кадыров публично по телевидению говорил, что, значит, родили ребенка, вы за него будете отвечать. Все, что бы он ни делал, вы точно так же будете за это ответственны. Более того, он периодически повторяет, что сотрудники, особенно госучреждений или муниципальных учреждений, мол, того, что их дети, их родственники не имеют права критиковать или чеченские власти не будут платить зарплату тем, чьи дети помогают подполью или уходят в подполье. Есть, конечно же, самые такие жесткие, брутальные методы. Это сжигание домов родственников боевиков, но и там взятие в заложники родственников боевиков. Видимо, можно и не только в подполье, но и даже после открытых выступлений вот таким репрессиям подвергаться. После прошедшего в Вене митинга глава общества украино-чеченской дружбы Ахмед Али Хаджиев написал очень жесткое заявление из Киева к Рамзану Кадырову. То время, когда тебя боялись люди, закончилось. Твое время на исходе. Ты теперь не хищник, а жертва. Ты сам раб и пытаешься сделать чеченцев рабами. Рамзан Кадыров же на своей пресс-конференции 28 декабря высказал сожаление, что Ахмед Али Хаджиев не приезжает в Чечню, иначе он бы записал совсем другое видео. Даже его родственники говорят, что он шизофреник. Он ничто, и скоро мы увидим, что он ничто. Он сделает другую видеозапись, когда с него снимут штаны. Фраза Кадырова про снятые штаны отнюдь не метафора. В декабре житель Чечни Адам Дикаев написал в Инстаграме критический пост в адрес руководства республики. Позже неизвестные сняли с него штаны, заставили бежать по беговой дорожке и произносить слова песни «Мой лучший друг – это президент Путин», песни Тимати. Кадыров поддержал действия тех, кто опозорил молодого человека. 31 декабря в Чечне найден мертвым преподаватель Грозненского университета Хазир Ижиев. Ранее сообщалось, что его похитили сотрудники правоохранительных органов республики. МВД Чечни опровергает задержание Ижиева. К этой теме мы вернемся в наших ближайших программах. Ну а сейчас о настоящем времени вам расскажут мои коллеги в Вашингтоне. Игорь. Новый год в Нью-Йорке будет ознаменован громким судебным процессом, который может начаться уже на этой неделе. Американская прокуратура обвиняет компанию Prevezon Holdings, ее дочерние компании и их владельца, бизнесмена Дениса Кацыва, в отмывании нескольких миллионов долларов. Громким это дело называют потому, что Кацыв – сын вице-президента РЖД Петра Кацыва, в прошлом вице-губернатора и министра транспорта Московской области. Этот иск фактически стал первым судебным процессом по закону Сергея Магнитского. И с нами сейчас на связи моя коллега, наш нью-йоркский корреспондент Виктория Купчинецкая. Вика, здравствуй, с наступившим тебя Новым годом. Скажи, пожалуйста, каким именно образом этот иск связан с именем российского юриста Сергея Магнитского? Игорь, да, тебя тоже с Новым годом. Но я хочу напомнить, кто был Сергей Магнитский. Сергей Магнитский работал в России, он был аудитором, работал на компанию Hermitage Capital и до 2009 года раскрыл крупные хищения из российской казны, в которых предположительно были задействованы российские чиновники. Но российская прокуратура предъявила обвинение не этим российским чиновникам, а самому Сергею Магнитскому, компании Hermitage Capital, главе компании Hermitage Capital Уильяму Браудеру. Сергея Магнитского арестовали, он провел в предварительном заключении около года и умер там, потому что ему не оказали медицинской помощи. Так вот, сейчас американская прокуратура и, в частности, федеральный прокурор Приит Бхарара, здесь Приит Бхарара в Соединенных Штатах считается одним из борцов с коррупцией. Прокуратура американская утверждает, что та же самая группа преступная, которая задействована была в этих крупных хищениях из российской казны, которая виновна в гибели Сергея Магнитского, переводила деньги на счета компании Prevezon Holdings, которой владеет Денис Кацыв. И предположительно эти средства Денис Кацыв вкладывал в элитную недвижимость здесь, в Манхэттене, и потратил на это около 14 миллионов долларов. Я хочу напомнить, что в 2012 году здесь, в Соединенных Штатах,
был принят закон Магнитского, в соответствии с которым люди, которые замешаны в нарушении прав человека, которые нарушают законы в Российской Федерации, на них могут накладываться различные санкции. Так вот, американская прокуратура сейчас в этом иске утверждает, что истцы связаны с теми людьми, которые виновны в гибели Сергея Магнитского. Вик, скажи, пожалуйста, вот наверняка критики этого судебного процесса уже не раз публично задавались вопросом, а каким образом американская федеральная прокуратура так хорошо разбирается в сложных финансовых схемах, которые были придуманы и осуществлены в далекой России? Ну да, главой компании Hermitage Capital, как я сказала, являлся Уильям Браудер, американец с британским гражданством, крупный финансист. Так вот, он и обратился в американскую прокуратуру и там изложил с просьбой открыть вот это дело. Там он изложил свою версию гибели Сергея Магнитского и вообще свою версию вот этой истории с крупными хищениями из российской казны в размере 230 миллионов долларов. Надо сказать, что вот когда Hermitage Capital в России были предъявлены обвинения в этих хищениях, ему лично были предъявлены обвинения. Когда Сергей Магнитский умер в тюрьме, Браудер развернул такую международную кампанию, в результате которой в Соединенных Штатах в 2012 году и был принят закон Магнитского. Что касается защиты Дениса Кацива и его компания Prevision Holdings, они ставят под сомнение вот эту версию убийства Сергея Магнитского, изложенную Браудером. Сам Кацив утверждает, что он эту компанию свою купил уже после того, когда в нее поступали какие-то финансовые средства из сомнительных офшорных компаний, и он категорически отрицает свою вину. Спасибо, Вика. У нас на связи была наш нью-йоркский корреспондент Виктория Купчинецкая, которая пыталась разобраться в хитросплетениях судебного иска по делу российского бизнесмена Дениса Кацива. И другим темам. Кратковременный снегопад, прошедший под Новый год в некоторых штатах северо-востока США, позволил большинству горнолыжных курортов региона открыть сезон, но не изменил общую удручающую картину. Снега на горных склонах по-прежнему не хватает, и на многих курортах для лыжников открыты лишь отдельные трассы. Для туристической индустрии и экономики северных штатов Америки это означает потерю миллионов долларов. Подробности в материале Вадима Оленичева. Это вообще не Рождество. С мнением владельцев местных бизнесов согласны в эти дни десятки тысяч любителей зимнего спорта в Америке. До Нового года на всем северо-востоке США стояла рекордно теплая температура. Например, в округах штата Вермонт, где оборот лыжной индустрии в обычный год составляет 700 миллионов долларов, такого теплого декабря не было за всю историю ведения наблюдений. Похожая ситуация наблюдается на курортах штатов Нью-Йорк, Пенсильвания и Западная Вирджиния. Небывало мягкая зима до самого Нового года не давала администрациям курортов возможности включить снеговые пушки. Сколько бы искусственного снега они ни набивали на горные склоны, все равно он тает за считанные часы. Удивительно, но похожая ситуация наблюдается даже в Альпах, что дает экологам повод вновь указать на проблемы глобального потепления. Во французской области Савойя менеджеры курорта Менюир, чтобы хоть как-то управлять потоком туристов в праздники, пошли на беспрецедентный шаг. Мы обратились к жителям нашей области с просьбой не кататься в рождественскую неделю. В отличие от наших клиентов, приезжающих издалека, они могут это делать 5 месяцев в году. Поэтому было бы разумно, если местные жители сперва позволили туристам похозяйничать здесь одну неделю, а затем сами наслаждались катанием на лыжах до конца сезона. Такой призыв объясняется не столько алчностью владельцев курортов, сколько пропускной способностью лыжных подъемников. Ведь часть доходов курорта в виде налогов и инвестиций обязательно вольется в местную экономику, и увеличение прибыли выгодно всему региону. Хорошо сейчас только энтузиастам лыжного спорта на западе страны. В штатах Колорадо и Юта как раз перед Новым годом прошел обильный снегопад. Ну а горнолыжные бизнесы северо-востока США из-за погодных нарушений фактически лишились всех доходов за декабрь. И в январе, похоже, потеряют еще больше. Многие туристы не хотят планировать отдых в горах, так как никакой гарантии на стабильную ситуацию со снегом по-прежнему нет. Вадим Оленичев, Санжар Хамидов. Настоящее время. Вашингтон. Ну что ж, на этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Я, Игорь Тихоненко и команда «Настоящего времени» в Вашингтоне. Благодарим коллег в Праге. Прощаемся с вами до завтра. Тимур, до свидания.
Да, Игорь, спасибо и вам, спасибо нашим зрителям и тем, кто продолжает отмечать праздники, и тем, кто уже вышел на работу. Смотрите нашу программу «Настоящее время». Я Тимур Олевский. Пока.